утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 28 декабря, вторник. И этот вторник с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Друзья, в эти предновогодние праздничные дни не стоит забывать о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией все еще серьезная достаточно, поэтому как избавиться, оберечь себя от вирусов, мы поговорим с эпидемиологом в нашей студии. Ну а по Якутии все активнее развиваются туристические кластеры, и сегодня мы узнаем, по каким направлениям будет развиваться Амгинский район. Ну а в Москве завершились съемки мистического триллера «Детектор». Мы пообщаемся с режиссером фильма Костасом Марсаном и узнаем самые последние новости. В городе Якутске на Талом озере появилась самая большая новогодняя ледовая открытка. Кто участвовал в ее создании, как долго она продержится, вы также узнаете сегодня из нашего эфира. Ну и, друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как проходят ваши трудовые будни, с каким настроением вы двигаетесь к встрече 2022 года, какие у вас планы на этот Новый год, ну а также поздравляйте своих родных и близких с приближающимися праздниками. Ну а какая погода сейчас за окном, давайте узнаем далее. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 47-49 градусов ниже 0. В Заречной группе 46-53 градуса мороза. В южных в это утро в Нерюнгре минус 32, в Алдане минус 34. В Вилюйской группе 21-25 градусов мороза, а в Нижнеленских минус 22, минус 45. В западных минус 22, минус 30, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 34 в это утро в Чекурдахе, минус 55 в Уснере, в Янских 22-45 ниже 0, на северо-западе 17-31 со знаком минус, в Аймиконе минус 54 в это утро, а в Верхоянске минус 45. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 46 градусов мороза, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают нам день преимущественно без осадков, туман. Ветер северный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. В течение дня столбик термометра покажет 43-45 ниже 0. Но в эти морозные дни якутяне присоединились к всероссийской акции, которая называется «Чудо на льду». И жители города Якутска нарисовали огромную новогоднюю открытку в честь деда Валерия, который на протяжении 10 лет поздравлял Россию, изображая открытки на снегу. Давайте подробности узнаем у Саргыланы Неустроевой. На улице сейчас минус 44 градуса мороза, но по ощущениям все минус 50. Пробыв снаружи буквально 30 минут, лицо покрывается инеем, становится очень холодно. Однако густой туман и суровые якутские морозы не стали помехой для тех, кто решил продолжить добрую новогоднюю традицию Валерия Мельникова. Все началось 10 лет назад в селе Марково Амурской области. Именно там появилась первая новогодняя открытка. Зимние поздравления Валерия Мельникова быстро обрели популярность и стали настоящим достоянием села. В конце октября прошлого года Валерия не стало. Мужчина скончался от коронавируса. Но местные жители решили продолжить его дело и обратились к скульптору из Благовещенска Алексею Сидорову. Лично не был знаком, но идея хорошая. Вот, делал ее в таком самобытном стиле человек, молодец. Несмотря на то, что от него не было какого-то там художественного образования. Действительно, нужно отдать должное человеку, что делал волшебство, так сказать. Это и правда настоящее волшебство. Благодаря энтузиазму деда Валерия поздравить друг друга с наступающим Новым годом вышли сотни человек по всей стране. В этом году при поддержке Минприроды России к акции присоединились жители Новосибирска, Омска, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы и Якутска. Нам помогли молодые ребята из Центра компетенции «Лето». Мы очень им благодарны. Сегодня они нарисовали эскиз. Мы распределили по бригадам людей. Принимали еще участие наши сотрудники Министерства экологии.
Эта акция проведена в целях привлечения внимания населения к охране водных объектов. Это экологическая акция. Но, естественно, это добрая открытка с наступающим Новым годом. На якутской снежной открытке энтузиасты изобразили быка холода, а ознакомиться с работой прибыл сам Чисхан. Издревле бык холода ассоциируется с морозами, поэтому мы решили поздравительную открытку изобразить быка холода. Всех поздравляю с Новым годом наступающим! Всего на лед Талого озера города Якутска вышло около 60 активистов. По словам Николая Мартынова, одного из участников акции, работали энтузиасты быстро. Погода располагала. А потому создать открытку удалось всего за 3 часа. Я думаю, что этот рисунок сохранится совсем недолго, потому что он уже завтра сможет, наверное, скорее всего, покроется шугой, и не так будет отчетливо видно контуры и края. Поэтому нужно успевать. Сегодня надо обязательно подойти, и когда будете мимо проходить, обратите внимание с моста, как все это выглядит. Зимние акции, народные забавы не редкость для Якутии, но именно чудо на льду, как ничто другое, сближает и согревает сердца. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В предпраздничные новогодние дни не стоит забывать, что ситуация с коронавирусной инфекцией все еще неспокойна. А сейчас, когда в период подготовки к празднику многие люди посещают рынки, магазины, в общем, места, где большое количество скопления народа, у нас у всех появляется риск заражения, при том, что не только коронавирусной инфекцией, но и еще и банальным ОРВИ. О том, как не встретить Новый год в постели, как уберечь свое здоровье, сегодня в это утро мы поговорим с нашим гостем. Марианна Александрова, врач-эпидемиолог, заведующая консультативным кабинетом иммунопрофилактики Центра СПИД. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Марьяна Валерьевна, вот сейчас везде большое достаточное количество скопления народа, все в поисках подарков, подготовки к Новому году. Вот как можно избежать заражения вирусами? И могут ли вакцинированные от ковид или от гриппа чувствовать себя в безопасности? Ну, конечно, при большом скоплении людей необходимо все равно соблюдать противоэпидемические меры. Это обязательное ношение масок. Но, конечно, мы все привыкли, наверное, да, к ношению масок. Вакцинация, она предупреждает риск развития тяжелых осложнений, летальных исходов. Она защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать стопроцентную защиту от заболевания. Поэтому соблюдение социальной дистанции и вот ношение масок все равно обязательно даже для привитых. Ну, я думаю, дистанцию сейчас очень сложно соблюдать, потому что люди в последние дни, в дни скидок, распродаж, все наоборот, все больше и больше стекаются в какие-то магазины, где есть акции. Что касается масок, смотрите, многие маску не снимают даже на улице, потому что, во-первых, холодно, и она еще защищает от ветра. Как часто маску нужно менять при таком минусе на улице и при этом еще при посещении вот этих торговых центров? Мне кажется, наоборот, там еще больше скапливается. Да, ношение масок обязательно в помещении. Да, на улице можно и не носить маску, и менять надо через каждые 2 часа. Если маска, например, вот увлажняется или там, когда на улице одевает, она же становится влажной, это значит, как для бактерий это очень хорошо, поэтому необходимо менять каждые 2 часа. Ну, наверное, и снимать на улице, скорее всего. Да, снимать если, на улице, допустим, вы идете одевать в помещении. Ну, скажите, вот сейчас в республике более 70% населения вакцинировано. Вот, этого достаточно для выработки так называемого коллективного иммунитета? Да, на сегодняшний день получили вакцинацию 521 тысяча человек. Это у нас привиты первой вакцинации, это 72% взрослого населения от количества, да. Полную вакцинацию имеет 486 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета необходимо провакцинировать 80% взрослого населения. Мы еще не достигли коллективного иммунитета, поэтому до выработки коллективного иммунитета мы должны получить повторную вакцинацию через 6 месяцев. Ну, в период высокого подъема заболеваемости рекомендовано получение вакцинации через 6 месяцев. Это соответствующие методические рекомендации, выпущенные Минздравом России. Ну, что касается ревакцинации, да, то есть повторной прививки, вот лично у меня она наступает 30 числа, день практически предпраздничный. Могу ли я в праздничные дни или вот сейчас как раз-таки по сроку подойти и получить прививку? Да, в период праздничных дней
считая 31 декабря, 1 января, все прививочные кабинеты будут работать с 9 часов до 3 часов дня, поэтому те, которые срок подходит второй вакцинации или вакцинации, могут подойти в прививочные кабинеты по месту жительства. А есть какие-то определенные вот места, где вот можно будет получить вакцину? Да, у нас каждый день выходят вот средства массовой информации, да, часы работы прививочных кабинетов, поэтому могут посмотреть, или там в каждой медорганизации имеется ну, свои там тоже, да, поэтому ну, с 9 до 3 часов работает. А вот как подготовиться к получению прививки? Ну, сдавать анализы на антитела не требуется. За день до вакцинации необходимо отказаться от алкогольных напитков. В день вакцинации необходимо ограничить посещение бань, саун, бассейнов, физические нагрузки необходимо ограничить. И, конечно же, контакт с заболевшими и большого скопления людей. Но ведь все по-разному прививку переносят, при том, что есть как бы нормальная реакция на прививку, это когда в течение 72 часов есть ухудшение общего самочувствия, там, ломота в теле, какой-то озноб, может быть, даже повышение температуры. Ну, как вот пережить это на новогодние праздники? Может быть, есть какой-то универсальный способ, чтобы действительно в легкой форме, получив прививку, себя хорошо чувствовать? Ну, конечно, да. В течение первых 2 дней после получения вакцинации могут появиться побочные явления. Это повышение температуры тела, может быть. Не надо бояться при этом. Да? Оно проходит без никакого лекарства, без никакого лечения. Ну что, друзья, да, мы желаем вам быть здоровыми, быть ответственными. Ну и, конечно же, пожелаем вам также хорошего новогоднего настроения. Друзья, ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу и, конечно же, вернемся вновь в эфир. Друзья, самое главное сейчас не испортить себе праздники плохим самочувствием. Так что, друзья, все в наших руках, поэтому берегите свое здоровье, своих близких и, конечно же, заботьтесь о себе, о нашей республике в целом. Ну и давайте уже, конечно, от нас, от всех зависит именно те сроки, как скоро у нас выработается тот самый коллективный иммунитет. Так что давайте подойдем ответственно к этому всему делу. Поэтому, друзья, давайте будем здоровыми. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Это телеканал Якутия-24 и НВК Саха и программа «Утро Якутии». В это утро вторника, 28 декабря, день вместе с вами начинаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Ну а прямо сейчас к нам еще присоединяется новостной обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях досрочно. Разрешенная масса грузоподъемности автомобилей 10 тонн. А на автодороге Хатас увеличена грузоподъемность до 30 тонн. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника рекомендуется не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Тем временем в Среднеколымском районе проводится пробивка автозимника по маршруту Среднеколымск-Березовка. Ориентировочная дата открытия 29 декабря с грузоподъемностью до 20 тонн. Также после контрольных замеров толщины льда на реке Вилюй разрешено движение транспортных средств на 3-м километре автодороги Эдиген в Вилюйском районе с общим весом до 20 тонн. По приказу управления автодорог Якутии обслуживающая дорожная организация Саха Дортранс установила соответствующие дорожные знаки. Кроме того, дорожникам необходимо обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние ледового автозимника. На 27 декабря минимальная толщина льда на ледовом автозимнике составила 67 сантиметров.
ГИБДД республики проведет массовые проверки на дорогах в новогодние и праздничные выходные дни. Отмечу, в период с 24 по 26 декабря сотрудниками Дорожной службы республики всего составлено 1228 административных правонарушений. Выявлено 14 нетрезвых водителей, из которых двое сели за руль транспорта в нетрезвом состоянии повторно. Отстранен от управления транспортными средствами 41 водитель без водительского удостоверения. О фактах управления автомобилем в состоянии опьянения госавтоинспекция просит сообщать в дежурную часть по телефонам 127 352 222 или в полицию 102. Государственные и республиканские награды получили лучшие сотрудники здравоохранения, лесопожарных служб, культуры и других отраслей. Медали и почетные грамоты вручил глава Якутии Айсан Николаев. Эти люди своим добросовестным трудом спасали тайгу от лесных пожаров, стояли на передовой в борьбе с коронавирусом, высоко представляли республику в спортивных, творческих направлениях на международном, российском, региональном и межрегиональном уровне, а также внесли огромный вклад в развитие и становление Якутии. Я искренне благодарю вас за неоценимый личный вклад в развитие и процветание родной республики. Уходящий 2021 год, безусловно, выдался очень непростым. Он всех нас испытал на прочность. Ваш труд, дорогие друзья, ваши достижения и успехи воодушевили якутян в самое сложное время, стали примером жизнелюбия и оптимизма. Я благодарен всем жителям республики за сплоченность, за взаимную помощь и поддержку. Благодарен за умение трудиться, честно делать свое дело, несмотря ни на какие трудности. Государственные медали за отвагу на пожаре получили якутские спасатели, которые в сложных условиях, несмотря на трудности, отстояли более 40 населенных пунктов, которым угрожала стихия. Один из них – Марк Медведков, парашютист пожарный. Много было верховых пожаров от деревней, то есть очень близко с деревнями пожары были. Пришлось отводить огонь, то есть не тушить его, а отводить огонь. Работа есть работа. Торжественная выписка мамы, у которой родилась тройня, состоялась накануне. Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями девочек. Малыши родились 29 ноября, раньше прогнозируемого срока. До сегодняшнего дня они находились в центре под присмотром врачей. И вот в преддверии Нового года счастливую семью выписали. Отметим, что теперь в семье Помогаевых 5 детей. Ранее они родили 2 девочек. Новорожденные София, Таисия и Раиса стали третьей тройней, родившейся в республике в этом году. По словам главы новоиспеченной многодетной семьи, они не перестанут ждать рождения мальчика. Пойдем за сыном. Хочу поблагодарить медсестер и врачей. Очень уход внимательный. За каждым ребенком отдельно медсестра следит, смотрит. Помогают все время. Замечательная новость. И, кстати, в продолжении этой новости в городе, в роддоме Видного, новорожденных детей отдают родителям на выписку в костюмах Дедов Морозов. Волшебство рождения происходит в перинатальном центре каждый день. Однако накануне Нового года сотрудники решили сделать сюрприз родителям и новым гражданам России. Младенцев отдают мамам в праздничном одеянии. Врачи называют малышей «маленькие декабрята» и отмечают, что мамочке очень нравится, когда они первый раз видят своего малыша уже так красиво и неожиданно одетым. Вот уж точно новогодний подарочек. Да, с каждой новостью все милее и милее. Но иногда слова, которые мы используем, кстати, в разговорной речи, имеют совершенно иное значение. Порой бывает так, что они кардинально отличаются от изначального смысла. Особенно, кстати, это заметно, когда читаешь литературу классиков. Вроде бы видишь знакомое слово, но в контексте она звучит так, что как-то даже становится непонятно. И тут начинаешь разбираться, что это слово значит изначально. И тут открываются такие тайны, которые порой удивляют. Друзья, а сейчас в рубрике «Говорим правильно» мы разберем следующее слово.
Доброе утро, дорогие телезрители! В прошлой нашей встрече мы говорили с вами о значении различных устойчивых выражений, фразеологизмов. И тогда я нередко вам говорила, что вот это слово имеет устаревшее значение, а вот это слово лучше употреблять только в разговорной речи. Оно стилистически окрашенное. И вот сегодня мы с вами поговорим более подробно о том, что же такое стилистическая окрашенность. Большинство слов в русском языке являются стилистически нейтральными, то есть их можно употреблять в любой речевой ситуации, в любом стиле, в любом жанре. Это большинство слов русского языка, такие как, например, холодный, издалека, студент, стол, читать, говорить, петь и многие другие. А вот слова, которые мы называем стилистически окрашенные, они имеют ограничения. То есть их можно употреблять или только в деловой речи, или только в научной речи, или в обыденном бытовом общении. Слова, характерные только для обыденного бытового общения, называются стилистически сниженными. Например, мы с вами говорим «башка» вместо литературного «голова» или «ляпнуть» вместо сказать что-то бестактно, не подумав. А еще есть такой замечательный глагол, который звучит так – «хряпнуть». Очень красивый глагол и очень звучный глагол. Необычный и яркий. И значения у него тоже такие же яркие и звучные. Он обозначает переломить, сломать что-то с треском или чему-то переломиться, сломаться с треском. А еще мы этот глагол «хряпнуть» используем для того, чтобы обозначить сам звук – треск. Кроме вот таких разговорных, даже просторечных значений, глагол «хряпнуть» имеет еще и жаргонное значение. Хряпнуть мы с вами говорим тогда, когда подразумеваем выпить спиртное. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну, мне кажется, в принципе, это все очень логично. Как хряпнешь, так сразу что-то там хрустнет обязательно. Переломится. Переломится обязательно. Жизнь на до и после. Кстати, друзья, очень полезно как раз-таки вот знать и наш русский язык для того, чтобы говорить правильно. Кстати, Руслана, а какие бы ты еще предметы добавил бы, ну, вот, к тем основным дисциплинам, которые преподают в школе? Ну, в школьную программу, может быть, можно было бы добавить, например, умение общения в обществе, да, в социуме, правила некой такой интернет-безопасности, например, этикет. Ну, и я думаю, что также можно добавить уроки по финансовой грамотности. Да, друзья, действительно, финансовая грамотность – это то, что необходимо знать. Чем раньше, тем лучше. Многие взрослые, может быть, и упустили этот момент, но у детей есть потрясающая возможность с этим познакомиться. А если же у вас нет возможности более глубоко все это изучать, то можно попробовать с литературы. И в этом нам поможет наша следующая участница Кюней Корякина, которая расскажет нам про такую замечательную книгу, как книга «Пес по имени Мани». И, между прочим, если бы у нас преподавали финграмотность, то это была бы просто настольная книга для этой дисциплины. Здравствуйте, я сегодня хочу вам посоветовать книгу «Пес по имени Мани». Автор этой книги Бодо Шефер, и это про девочку Киру. Она хотела собаку, но они с родителями жили в съемной квартире, и хозяин не разрешал животных. И однажды возле дома лежала раненая собака. Родители разбудили Киру, она вскочила, и они вышли на улицу. И, конечно же, повели в больницу. Его излечили, они купили дом и там стали жить. Но у родителей были проблемы с деньгами. И решили они придумать собаке имя. Они долго думали, и вдруг отец задумался о деньгах и сказал Мане, это с русского будет деньги. И когда он это сказал, прибежала собака и назвали его Маня. А дальше вы узнаете
если прочтете эту книгу. Очень вам советую ходить в библиотеку и очень много читать. Друзья, сегодня Международный день кино. И с нами на связи город Москва и известный режиссер Костас Марсан, который снимает мистический триллер «Детектор». Доброе утро. Доброе утро, Костас. Скажите, на какой стадии сейчас находится производство фильма? Да, буквально 3 дня тому назад на киностудии Горького завершились съемки фильма «Детектор». Была крайняя смена, но на самом деле у нас теперь впереди постпродакшн, монтажно-тонировочный период, не менее длительный и, наверное, более интересный, потому что вот материал снят, но сделать так, чтобы он ожил, это вот уже работа звука, работа музыки, поэтому впереди самое интересное. Это остросюжетный триллер, и в своих интервью вы не раз говорили, что вам, как для режиссера, важно, чтобы зритель сам достраивал ситуацию в фильме. Насколько это получилось сделать в этом фильме? А про то, что зритель должен участвовать в создании фильма, об этом говорил еще Хичкок в 50-е годы, потому что триллеры, они строятся на вот такой недосказанности, на постоянном интересе зрителя, который должен строить разные предположения, куда фильм идет, чем закончится, кто в конце концов является основным преступником и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, это принцип всех детективов, поэтому все фильмы, триллеры так и строятся. Но на самом деле очень многое зависит от сценария. Сценарий «Детектора» очень интересный, и композиция сама вот сюжета тоже интересно построена, так своеобразно, скажем так. Поэтому вот сделано все, чтобы зритель постоянно сохранял интерес к происходящему на экране. Я думаю, что вот все зависит от сценария в этом плане. Ну, кстати, в Америке, да, жанр хоррор, он очень популярный. Вот в России у нас немного такой зритель по менталитету другой. Вот насколько этот жанр мистики востребован в России? Ну, я бы не сказал, что менталитет российский чем-то сильно отличается от менталитета мирового зрителя. Во всем мире триллеры, хорроры, мистические фильмы, они собирают большую аудиторию. И то, что в российском прокате, те же американские фильмы ужасов, японские мистические фильмы собирают большую кассу, это говорит о том, что интерес со стороны зрителя есть, нашего зрителя. И вот нужно развивать, получается, жанровое направление и внутри российского кинематографа. И они, думаю, уже на местной специфике, на наших интересах, на нашей жизни, они вызовут очень большой интерес у зрителя. Поэтому сейчас в России снимается достаточно много фильмов в этом жанре, и думаю, что нас ждет еще много в прокате фильмов, которые вот в таком жанре созданы. А почему именно мистика меня лично привлекает, то я считаю, что это жанр, который очень
не клишированный, потому что постоянно нужно чем-то удивлять зрителя, постоянно нужно какие-то ходы новые придумывать, неожиданные. И это своего рода постоянные такие творческие эксперименты, которые в других жанрах как-то не сильно дают возможность вот такому раскрытию. Например, что еще можно придумать там в ромкомах, например, либо там в социальных драмах. А вот в мистических фильмах, хоррорах там можно как монтажными приемами, звуковыми, актерскими, какой-то вот интересной точкой зрения камеры, все время погружать и держать зрителя в такой вот неведении, в такой интриге. И это очень интересно, это всегда такой вызов. И мне кажется, лично мне кажется, что хорроры снимать интереснее, чем обычное кино. У вас в фильме снимались известные российские артисты. Как прошла ваша совместная работа? Киностудия Горького – это студия с большой историей, собственной традицией, с налаженной индустрией, поэтому они пригласили в качестве главных героев таких известных актеров, как Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Гела Месхи. Мне кажется, они очень хорошо справились с ролью. Им было самим интересно, потому что они впервые снимались в мистическом триллере. А то, что съемки подобного рода фильмов всегда проходят очень весело и интересно, это известно. И есть поле и для импровизации, и для каких-то интересных, нестандартных актерских решений. И в этом плане вот эти актеры, они очень много внесли и в сам сюжет, и в трактовку тех или иных эпизодов. Поэтому было большое удовольствие работать с этими актерами. Ну что, спасибо, Костас. Напоминаю, что с нами был на связи режиссер Костас Марсан из города Москва, где завершились съемки мистического триллера «Детектор». Всего доброго. До свидания. Спасибо. Будем ожидать этой картины, друзья. Я думаю, что действительно в последние годы якутское кино развивается. Это очень радостно. И с нетерпением будем ждать этот мистический триллер. Как говорится, нам нужно запастись терпением. Совсем скоро мы все узнаем, в чем была мистика и что же такого интересного нас ожидает. А я люблю, кстати, премьеры. Что касается хоррора вот этого жанра, то мне больше нравится его, наверное, смотреть в кинотеатре, потому что вот этот объемный звук, вот эти вот эффекты неожиданности, они как раз-таки, конечно, интереснее бояться где-нибудь, с кем-нибудь, в толпе, там, с друзьями, знакомыми. А дома бояться неинтересно. Мне же потом в этом доме жить, спать. Я не хочу пугаться шороха котов. Да, кстати, абсолютно согласен. То есть, действительно, вообще походы в кино, я думаю, что сейчас возобновляется, то есть людей все больше и больше вновь приходят в кинотеатры. Ходите в кино, смотрите хорошие фильмы. А далее у нас, друзья, мы должны будем узнать, какой сегодня день. Сегодня 28 декабря. До Нового года осталось совсем ничего. И давайте узнаем, какие даты и события связаны с сегодняшним днем. На календаре 28 декабря. Сегодня отмечают Международный день кино, День продолжения банкета, День шоколадных конфет, День «Позвони другу».
События в этот день. В индийском салоне Гранд-кафе на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ синематографа братьев Люмьер, что ознаменовало рождение кинематографа. В Париже появилась публикация романа исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В этот день родились Фридрих Вильгельм Мурнау, немецкий кинорежиссер эпохи немого кино; Иван Конев, советский военачальник, полководец, маршал Советского Союза; Джон фон Нейман, американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ; Евгений Вучетич, советский скульптор, народный художник Советского Союза; Линус Торвальдс, финно-американский программист, создатель операционной системы Linux. Именины сегодня отмечают Степан, Павел, Илларион, Василий, Александр и Сюзанна. Конкуренция или коллаборация? В ряде самых популярных среди туристов районов создаются настоящие туристические кластеры. Предприниматели будут создавать единые туры в таких пространствах, как Хангаласский, Амгинских районах, Ваймиконе и Верхоянье. И это только первые ласточки, ведь не секрет, что туризм в Якутии у нас активно развивается. О том, какие направления предлагает АМГА, нам расскажет Анна Васильева в следующем сюжете. Уютный гостевой дом на 10 человек со своим двором и зоной для барбекю в рекламе не нуждается. Бронировать места нужно уже с весны. Ульяна Кузьмина оформила дальневосточный гектар недалеко от родного села Балугур. Вместе с мужем и сыновьями при поддержке администрации села отремонтировали стоявший здесь заброшенный домик. И вот уже с марта приезжают первые гости. Открывают сезон шашлыков односельчане. Здесь на берегу Амги отмечаются семейные и корпоративные праздники. Впрочем, на этом Ульяна останавливаться не собирается. Планов громадье. Очень много планов. Я хочу открыть круглогодичный туризм, лечебно-оздоровительный. И там хочу услугу коммусопития, ипотерапию. Планов очень много. Мечты-то сбиваются, так что мечтаю. Очень хорошо, что мы в кластер вошли, Амгинский улус. Ага. Идею войти в единый туристический кластер приняла с радостью. В Амге можно не только купаться и собирать знаменитую на всю республику землянику. Району много чего есть показать и рассказать гостям. Очень много мастеров народных. Это все войдет. И там, короче, туда приедут, и там в Амге, Холобра в Абаге есть. Там кластер будет, там сосыл-сысы, там гражданская война, и там есть истории очень много. Историю знают наследников. Все будем вместе работать. Помимо этого, Ульяна мечтает разводить якутских коров. Действительно, агротуризм может стать настоящей изюминкой района. Так, фермер из соседнего села Покровка Игорь Петров уже планирует строительство своей турбазы. Здесь гости смогут не только отдохнуть, но и пообщаться с животными и с пользой провести время. Хотелось бы вектор взять все-таки еще плюс агротуризмом заняться, потому что мы все знаем, что Амга является жемчужиной Якутии. Здесь очень много туристов. Туристы не охвачены. В принципе, в этом направлении нам суждено работать, я думаю. Здесь у нас имеется в Покровке хорошая туристическая база. Но хотелось бы немножко отклониться в агротуризм, чтобы люди приехали, посмотрели, попробовали, подоили, что надоили, сделали там, допустим, сыр, попробовали тут же, да. И чтобы дети контактировали с животными. В туркластер могут войти все фермеры, в том числе коневоды. Этим летом первые 40 туристов, которые гостили в летней усадьбе семьи Уваровых недалеко от села Имисы, конными прогулками остались очень довольны. Да, туристы это все, в основном они ездили на это. В основном девчонки приезжали к нам. Но им, если это хорошо, это понравилось, это да. И они с хорошей стороны не только. Так что еще спланируемся, что дальше еще это развивать, еще здесь создать такой конный тур. Семья Уваровых занимается коневодством 20 лет. Идею с туризмом начал младший сын Василий. Гости не только осваивали маршруты верхом и общались с ездовыми лошадьми, но и жили в якутском балагане и ели исключительно национальную пищу. Так что туризм в Амге можно смело развивать в самых разных направлениях.
Можем, если вот хорошие туристические базы построить и реализации вот экологически чистой продукции, да, которая у нас выращивается, у нас животноводство развито, коневодство, зерноводство, и по овощам тоже работы ведутся. Поэтому думаем, если инфраструктура еще улучшится, это у нас дорога, освещение, тогда Амга будет в будущем как бы туристическим центром Якутии, как сказал Есен Сергеевич. Если в России Сочи, в Якутии это Амга. Якутские Сочи к реализации готовы. Концепцию по проекту единого туркластера в Амге Агентство по развитию туризма республики уже составили. Работы, в том числе строительство центрального турхаба недалеко от райцентра, начнутся со следующего года. Анна Васильева, Семен Семенов, Туяра Филиппова, Амгинский район. Действительно очень красиво, и мне кажется, это что-то новенькое для людей, которые уже присытились вот этими югами среди зимы, и которые уже устали от тех маршрутов, которые у нас излюблены и уже избиты. И многие, кстати, сейчас именно предпринимают такие попытки, как поехать в какой-то такой тур, где можно поухаживать за животными, посмотреть, как живут селяне. И вот им действительно это для них какая-то новая романтика. Да, абсолютно согласен. То есть, скорее всего, как говорили, по-моему, кто-то из наших гостей, что в Якутию едут уже люди, которые увидели практически все. Но, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу и далее продолжим наш эфир. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Мы продолжаем, и хотелось бы отметить, вот, кстати, по продолжению темы Амгинского улуса, в каждом районном центре, в каждом поселке практически есть свои таланты. Да, свои таланты, своя художественная самодеятельность, самородки, и вообще очень много у нас в республике творческих людей. Вот, сейчас мы бы хотели вам рассказать про ансамбль «Покровка». Наши дочки видела, только кино приносила кого.
обязательно прям похлопаем. Мне очень понравилось. Работать невозможно, ноги так и просятся. Да, в супер. пляс. Ну, как я и говорил, друзья, у нас в каждом поселке есть свои замечательные таланты. Вот в селе Покровка ансамбль «Полюшка». Скажи, классное, замечательное название «Полюшка». Все полюшки классные. Да, нельзя не согласиться, тем более, что Полюшка, которая находится у нас в студии, во время этой песни чуть ли не танцевала вместе с нашим ансамблем. Ну, тут очень сложно действительно удержаться. И, кстати, друзья, это может быть еще одним прекрасным предложением для туристов. Кроме того, что у них будет программа для отдыха, у них еще и будет такая замечательная концертная программа. Они смогут посмотреть вот это вот все. Они смогут даже, наверное, поучаствовать. Я думаю, вот эти замечательные дамы ни разу не откажутся что-нибудь интересное спеть им, а может быть даже провести свои мастер-классы. Абсолютно согласен. Ну, а далее у нас, друзья, давайте посмотрим, какие новости произошли к этому часу в нашем блоке новостей. Якутия получит более миллиарда рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Всего в регионы страны на эти цели направят 1 миллиард 700 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что в этом году от огня пострадало более 10 миллионов гектаров лесов. В некоторых районах приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации. Для тушения пожаров, особенно в удаленных территориях региона, активно пользовались силами и средствами Минобороны, МЧС и авиалесоохраны. Привлекали вертолеты частных компаний. В Якутии продолжается вакцинация. Первый компонент для профилактики новой коронавирусной инфекции получили почти 73% взрослых жителей республики. В столице республики прививку получили 76% взрослых. Среди лидеров по вакцинации Алайховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы. Между тем, медицинские учреждения и пункты вакцинации будут работать и во время новогодних праздников с 31 декабря по 10 января. Прививку можно будет получить ежедневно с 9 до 15 часов. Отделение Пенсионного фонда России по республике информирует, что в районах Якутии доставка пенсий и иных социальных выплат за январь 2022 года отделениями почтовой связи будет осуществляться по графику, начиная с 5 января 2022 года. Выплата за 7 число производится 6 января. Далее по установленному графику. В Якутске и его пригородах доставка пенсий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан в январе осуществляется по графику без изменений. Денежные средства на выплату пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации за 8 января будут перечислены 30 декабря 2021 года. Далее перечисления в соответствии с установленным графиком. В Верхневилюйском улусе в селе Тамалакан прошло торжественное открытие нового здания школы-сада на 100 и 45 мест. Это первый проект в районе, где совместили школу и детский сад. Объект сдали под ключ, значит, всю мебель и технику тоже полностью предоставило общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Селим». После обряда благословения гостям провели экскурсию. Раньше мы учились в деревянной школе, маленькая такая была. Ну, еще смены были из-за того, что слишком маленькая школа была. Ну, здесь школа большая, светлая. Я сначала путалась, где мой класс. Еще тут есть информатика, класс информатики, там очень красиво. Наш класс тоже красивый. Призер чемпионата мира по вольной борьбе, магистр Института физической культуры и спорта Араян Тютрин вновь готовится к сборам. Об этом он сообщил в ходе встречи с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Араян Тютрин в этом году вошел в список лучших спортсменов Якутии и стал победителем в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта среди мужчин». В честь этого ректор СФУ Анатолий Николаев вручил ему сертификат, а заслуженному тренеру, главному тренеру сборной команды республики по вольной борьбе Ивану Дмитриеву благодарственное письмо. Буквально после Нового года Ариян вылетает на чемпионат Белоруссии, который вот с 12 по 14 января в городе Минске проводится чемпионат Белоруссии, который отбирается в марте месяце на чемпионат Европы.
И в конце января планируется участие на международном турнире в Казахстане. И в феврале-марте учебно-тренировочные сборы совместно с сборной командой России. У меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, друзья, за то, что вы все это утро были вместе с нами в программе «Утро Якутии». Я надеюсь, настроение мы вам подняли, настроение рабочее еще мы вам создали. И это большая честь для нас каждый день говорить вам доброе утро. Ну а сегодня, напоминаю, вторник, остались считанные дни до самого главного праздника этого года. Мы желаем вам самого предновогоднего настроения. Ну и, конечно, увидимся завтра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха.